Театр кукол работает над новым спектаклем по произведениям Мустая Карима. Об этом и других проектах театра рассказала актриса Виктория Щербакова в рубрике «Есть повод». Здравствуйте. Очень приятно видеть вас у нас в гостях. Ну, и когда я на самом деле узнала о том, что наш театр кукол собирается ставить произведение Мустая Карима в театре кукол, я была несколько удивлена, потому что, во-первых, наверное, и сроки сжатые, премьера состоится в ближайшее время. Но и хотелось бы немного узнать по поводу этой постановки, как и что это будет, с каким материалом вам предстоит работать. Да, так, постановка Мустай Карим, значит, что хочу сказать, что пьесу пишет Володя Аношкин. Вот. Проект должен получиться, наверное, необычный, я так думаю. И это будет вообще история не по конкретному произведению, да, а в целом о творчестве Мустая Карима. Вот. И это очень сложный спектакль. Я так думаю, что там много действующих лиц, персонажей, большое количество кукол делается. Режиссером-постановщиком будет главный режиссер театра Альберт Имамудинов. Вот. Художник Аниса Туманшина. Ну вот, собственно, и все, но сейчас просто такой подготовительный самый такой процесс идет. Ну, самый сложный, наверное. Да, самый сложный. Во-первых, изготавливаются декорации, материальная часть. И ребята, значит, во главе с Альбертом, смотрят множество фильмов документальных о творчестве как раз Мустая Карима. Это очень важно, потому что им же надо проникнуться вот духом этим того времени. И вообще как-то какие-то там, не знаю, какие-то потаенные его там, душевные какие-то порывы. Они должны понять время, когда он творил свои произведения, и вообще жизнью, которой он жил. Ну, конечно, документальные фильмы очень помогают. И не так давно, вообще я не перестаю это повторять и говорю, что театр кукол – это ищущий театр, который постоянно двигается, и то, как он сделал, наверное, шаг вперед к зрителям в первую очередь, да, за последнее время. Это большой прорыв, на самом деле, мне кажется. Заждался уфимский зритель подобных проектов, один из которых «Куку Проджект». Он действующий, он работает. Да. И это на самом деле отрадно, потому что стабильность – это все-таки признак профессионализма. Наверное, это говорят не зря. И вот опять предстоит премьера. Да. Что это будет? На какую возрастную группу опять малышей это рассчитано? Вот сейчас у нас как раз вот бэби-проект, вернее, в рамках проекта «Куку Проджект» цикл спектаклей «Времена года». Вот так. И, значит, у нас была зима сначала, потом осень, сейчас, соответственно, весна. И ориентирована на детей от года до 3 лет. Вот такая возрастная категория. И сейчас во многих театрах этот бэби-бум идет. Вот как бы мы в струю, в модную, в такую вклинились. Получилось совершенно не специально. Просто эта аудитория от 0 до 3 лет была не охвачена нигде. Мамы сидели с детьми просто. Какие-то частные там небольшие там школы были для детишек этого возраста. Вот. А мы, значит, взялись за это, потому что, во-первых, у нас не совсем воспитанный зритель, маленький, да. Вот, на который школьники приходят, они не совсем понимают, как себя вести в театре. Им, видимо, как-то вот не очень хорошо объясняют. А если вот мы начнем с этого маленького возраста приучать детей к театру, они же приходят не классом вот так вот стихийно, получается, а с родителями. Это семейный просмотр. Это, например, может прийти, будет один ребенок маленький, и там мама, папа, бабушка, дедушка могут прийти. Или наоборот, приходят, например, 2 каких-то родителя, они собирают группку из деток и приводят с собой. И потом, конечно же, они все это обсуждают, им все это интересно. И мы стараемся делать наши спектакли, чтобы они были интересны, и маленьким, и взрослым. А взрослые же еще с удовольствием смотрят не сам спектакль, а смотрят на реакцию своих детей, которые смотрят этот спектакль. И это всегда очень, интересно и радует, потому что, во-первых, они приходят как семейный праздник у них получается. Они сначала собираются, потом наряжаются, вот, и
Мы рекомендуем сейчас приносить сменную обувь. Ну, во-первых, у нас вот этот цикл вот этих спектаклей «Времена года», он проходит в малом зале. У нас несколько спектаклей «Кукла Project» в большом зале проходило, вот сейчас в малом зале, когда открылся. И там такое маленькое пространство, уютное и чистое, как раз вот для детей. Вот. И хотелось бы, чтобы родители приходили и приносили сменную обувь не только детям, но и себе. Ну, кто не приносит, у нас для таких людей, в принципе, бахилы выдаются. Вот. И, значит, они уже приходят, садятся, красивые, нарядные, и вот к тому, чтобы смотреть. И, значит, каждый спектакль – это не просто спектакль, это программа. Она состоит из 3 частей. Вот вы, наверное, уже знаете об этом, да, что вот, значит, сначала вот в данном проекте зима и осень, и вот весна у нас проходит в 3 частях. Первая часть – это небольшой спектакль, который идет где-то 25-30 минут. Потом у нас мастер-класс, а потом проходит фотосессия как раз в декорациях спектакля. Вот, и все остаются довольны. И кто посмотрел, например, осень, те ждали зиму. И вот сейчас, кто посмотрели зиму, да, они с удовольствием хотят посмотреть весну, спрашивают, когда будет продолжение. А дети, которые посмотрели уже предыдущий спектакль, у нас, так как у нас в спектаклях всего 3 персонажа, зайчик, белочка и медвежонок, и спектакль они переходят, это как бы разные истории. Вот, и дети уже с ними познакомились, и когда они видят в спектакле знакомых персонажей, они радуются, и ну, естественно, и все ждут, что же будет дальше. Следующая история. Вы уже говорили о том, что вот эта ниша, которая не была заполнена, сейчас она в ваших руках, сейчас вы делаете проект, который привлекает. Наверняка уже есть постоянные зрители, вы об этом говорите. Да. Для детей это чудо, для детей это сказка. Меняются ли, на ваш взгляд, взрослые? Ведь все-таки направление, все-таки, ну да, дети от 1 до 3 лет, но в большей степени, наверное, воздействие на взрослых людей, да, на то, чтобы они постоянно приходили, на то, чтобы они прививали любовь к театру детям, да. Меняются взрослые. Может быть, есть недовольные, может быть, наоборот, меняются в такую сторону, что удивляло бы вас. Да, меняются в том плане, что им хочется прийти к нам в театр. В следующий раз на большую сцену. Они говорят, мы вот в следующий раз, может быть, даже вот на большую сцену придем. До этого, например, какие-то там отзывы были, ну, может быть, даже и отрицательные, что вот маленьких детей приводят сразу на большую сцену, им страшно, там еще что-то. Может быть, для маленьких зрителей не подходящий это спектакль. А взрослые уже ведут своих детей, там, начиная от года, говорят, мой ребенок очень активный, он все понимает, а они совсем не понимают специфики большого зала, что там очень большое пространство для такого маленького ребенка, что большая сцена, гаснет свет. А у нас вот, например, на спектаклях мы свет дежурный не выключаем во время представления, потому что, ну, чтобы не пугать зрителя. Вот. Ну, как-то вот сами пространства пугают детей. Но вот придя к нам на спектакль, они тихонечко привыкают, дети. И когда они уже приходят в большой зал, они уже какие-то вещи для них привычные становятся. И потом у нас, что интересно сделали в этот раз, в том году мы детей запускали через служебный вход, и у нас, ну, как бы вход в малый зал, потому что немножечко далеко находится от большого зала. Вот. А в этом году мы сделали вход через большое фойе. То есть они также идут через центральный вход. Значит, сначала они знакомятся, опять же, с театром, вот с этим большим пространством. Потом, значит, они также сдают в гардероб, могут по фойе походить, посмотреть, что там у нас, какие фотографии висят. Ну, там, конечно, буфет есть еще, вот, привлекает там еще что-то, такие вещи, да. Потом далеко-далеко их проводит специальный человек уже к нам в зал. И придя уже в большой зал, ребенок вот зайдет в фойе и увидит, что как бы вот он уже здесь был, вроде что-то знакомое. И пройдя в большой зал, а у нас многие зрители делают так, вот маленьких детей, когда приводят уже в большой зал, ребенку тяжело смотреть большой спектакль, они потихонечку выходят, погуляют по фойе и обратно возвращаются в большой зал. То есть тоже такое привыкание идет, постепенное. Но, наверное, это... Не наверное, это действительно это огромный труд еще и с точки зрения психологии. Я поняла, что хронометраж выбран 20-30 минут, потому что больше внимания, наверное, да, но это, таких... заметьте, это спектакль идет столько, а вся программа часовая. Да, но вот именно, чтобы действо зацепить взгляд от такой крохи на 20-30 минут, это тоже дорогого стоит.
Как удается вам на протяжении этого, мне кажется, огромный хронометраж для таких малюсеньких детей не отпускать зрителя от себя? Вот такого маленького. Ну, вот как-то удается, мы наблюдаем за детьми просто Меняется что-то в процессе? в процессе спектакля. Ну вот прошел спектакль, да, какая-то реакция была у детей, потом вы какие-то изменения, новшества вводите в то, что, может, вот здесь это что-то не сработало, может, надо поменять или еще что-то. Да, бывает такое. Или бывает, ну, кажется, что вот как будто бы не до конца мы объяснили, не совсем понимает ребенок. Взрослый-то, может быть, и понимает, там, додумывает какие-то вещи. А здесь вот ребенок недопонимает, и мы вводим какой-то текст, может быть, более подробно, объяснение. Вот. Но дети же текст не так воспринимают, как внешний ряд. Вот, Визуальный. поэтому, да, визуальный. И поэтому мы стараемся именно вот в игровой форме какие-то вещи решать. Да. И во многих вот театрах для маленьких деток, вот таких для ползуночков, у них такая комната небольшая, она и является как бы и самим пространством еще и для игры ребенка. То есть они ползают вместе с артистами, артисты в процессе им рассказывают сказку. А у нас немножечко не так. У нас все-таки разделение зрительный зал и сцена. И мы на сцену выпускаем только когда у нас какой-то интерактив идет. Вот, например, там в Новый год мы елочку с детьми наряжаем. Дети выходят, все берут шарик, надевают на елочку. Вот такой процесс. И садятся. Во-первых, они отдыхают, потому что сидеть долго не могут. Вот. Во-вторых, уже какой-то вот процесс идет, вот такое вот общение со зрителем, непосредственное артист, сцена, зритель, вот все вместе. Ну, это настоящее чудо для малышей. Да, да. Спасибо вам огромное. На самом деле дело благородное. И я понимаю, что это сейчас может быть только первые шаги, но вы воспитываете в первую очередь своего зрителя. Да, да. Поэтому это пусть правда. он будет всегда, пусть он будет благодарным за то, что вы делаете для детей и, наверное, в большей степени все-таки для родителей. Спасибо. Вот, значит, сейчас у нас в театре ожидается в первую очередь, значит, премьера «Мустай Карим». Затем еще, значит, у нас в рамках проекта «Изучаем башкирский язык» новый спектакль готовится «Лиса-сирота», режиссер Стерляева Ольга. И, значит, вот следующее непосредственно мы, «Весна красна» будет называться у нас спектакль, называется «Детектив для самых маленьких». Вот как раз вот это в рамках Ку-Ку-проджекта. И также еще хочу сказать, что сейчас у нас будут спектакли идти на кассу не суббота-воскресенье, не только суббота-воскресенье, четверг, пятница, суббота-воскресенье на кассу будут идти. И будут спектакли в большом зале, в малом зале и вечерние спектакли. Востребованность большая. Да, большая В новогодние востребованность. каникулы я к вам так и не смогла попасть. Приходите в весенние каникулы, у нас будет огромная программа, очень интересная. Вот. Да, и еще хочу сказать, что вот в будущем, летом, ближе к лету, вот, значит, в конце весны и ближе к концу сезона у нас еще 2 новых проекта, которые будут уже в новом сезоне, как премьерные спектакли идти. Это приезжают к нам наши друзья из Санкт-Петербурга, Алена Торик и Петр Васильев. Они будут ставить спектакль «Буратино». Вот. И еще у нас готовится еще один спектакль, это тоже на большую сцену, «Красная шапочка». Режиссером буду я, вот, и художником Андрей Волков, главный художник нашего театра. И это все 2 новые премьеры, и плюс «Мустай Карим», то есть 3 премьеры уже в новом сезоне будут. Но «Мустай Карима» мы сможем посмотреть уже и сейчас, в ближайшее время. Да, и «Мустай Карим» еще хотела подчеркнуть, там на зрителя 12+, и как вечерний спектакль также будет идти. Планов и проектов много. И знаете, что я вот подумала? Весенняя премьера-то у вас состоится, а летняя когда запланирована будет? Ну, летняя вряд ли. Может быть, даже и не будет ее. Да, Надо ее осенью сделать. Да, ну у нас, потому что летом зрителей нет. Межсезонье, Да, межсезонье такое. Все уезжают отдыхать. У нас тоже репетиции и отпуск. И поэтому как бы вот мы думаем, что мы остановимся на трилогии. Спасибо вам еще раз. До новых встреч. Спасибо вам.